Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что вы со мной зашли на мой канал, смотрите это видео, за вашу невероятную теплую поддержку в комментариях, лайками, за вашу помощь, мои хорошие. Земной вам поклон! Сегодня у нас будет отсыпочка на такую тему. Кто влюблен в вас по уши? Загадайте, пожалуйста, на себя. Ни о ком думать не надо, просто загадайте на себя. И давайте вместе посмотрим, кто же в вас влюблен. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Ой, ну надо же. Мои хорошие, отсыпочка у нас общая, пожалуйста, об этом не забывайте. Чужого не берите, но и свое не пропускайте. Здесь несколько мужчин. Возможно, у кого-то из вас отыграется, что они все в вас влюблены, а у кого-то отыграется один, там, другой, третий, четвертый. Да? Тут и так может отыграться. Хочу начать с несвободного мужчины. Абсолютно несвободный мужчина, глубоко семейный мужчина, причем, скорее всего, давно уже семейный мужчина. С этим мужчиной вы как-то периодически встречаетесь. И есть такое подозрение, что это муж либо вашей подруги, либо кого-то из ваших родственниц. То есть здесь прям совсем нельзя, совсем табу. Человек очень давно в вас влюблен. А у кого-то даже отыграется, что он в свое время там женился на вашей родственнице, потому что любил вас и с вами быть не мог, потому что вы, например, не свободны были. Но как бы там ни было, этот мужчина действительно любит. Любит и любит давно, и любовь его никуда не девается, никуда не проходит, она только сильнее становится. Он постоянно о вас думает. Он постоянно о вас мечтает. В его мыслях, в его сознании, как будто бы вы женщина всей его жизни. Вот, и сердце, и душа принадлежат вам. Вы, кстати, возможно, замечали за этим мужчиной странные взгляды, странные отношения. Может быть, он даже пытался вам в свое время намекнуть, но вы там, например, жестко это все пресекли. А может быть, даже между вами в какое-то время искры летали. Но опять же, вы не пошли на то, чтобы, например, отбить у подруги мужа, да, либо уж тем более у родственницы увести мужа. Вот как-то с вашей стороны здесь блок, как вы построили этот блок, выставили этот блок. А мужчина как любил, так и любит. И если вам кажется, что подруги муж к вам странно относится, либо кого-то из родственниц, это не странность, это называется любовь. Любовь, прям настоящая, сильная любовь. Любил, любит и любить он вас будет. И если вдруг когда-нибудь вы, допустим, захотите этого мужчину, вам достаточно будет только лишь вот так вот пальчиком сделать, и все. Он ради вас откажется от всего и сразу. Для него наивысшее счастье быть рядом с вами. Но только если вы этого захотите, если вы это позволите. Да, девочки, да, вот такая вот скандальная ситуация. Но я думаю, вы сами это чувствовали. У вас интуиция, что надо, вы давно уже это понимаете. Его сердце навеки отдано вам и только лишь вам, мои хорошие. Так, дальше идем. Кто-то из девочек сейчас общается с мужчиной, кто-то в браке, кто-то только лишь недавно завел отношения, да? Может быть, вы переписываетесь, там, недавно только лишь на свидание сходили, может быть, вы даже живете на разных территориях, но опять же, даже в семье, вот вы замужем и есть у вас муж, какие бы отношения у вас ни были, начальные, либо уже там много-много десятилетий вы вместе, этот человек в вас до сих пор влюблен. Причем влюблен по уши. Вы очень необыкновенная женщина, и вы всегда разная. И вот сколько бы этот мужчина вас не знал, допустим, ваш муж, всегда вы какая-то другая, новая, удивительная.
Вы умеете пощекотать ему нервы, вы умеете привлечь его интерес, да, разогреть его интерес. И вот он влюблен. Как там 20 лет назад был влюблен, так и сейчас влюблен. Если это новые отношения, то мужчина уже в вас по уши влюблен. Даже если они не приватные, а, например, по переписке, да, уже влюблен, уже к вам тянется. Но от этого мужчины очень конкретные шаги, очень конкретные действия пойдут. Ну, во-первых, вот оно, сердце он держит в руках, свое сердце. Вам его передает, дает, показывает. Он говорит: смотри, сколько много любви в моем сердце к тебе. Но у кого-то так и отыграется, что мужчина начнет давить на вас, что давай скорее там встретимся, давай сойдемся скорее, давай там любить друг друга, давай вместе, может быть, куда-то поедем, проведем вместе время. То есть хорошие поступки пойдут, хорошие. Тот, кто с вами сейчас рядом, либо тот, с кем у вас сейчас отношения, либо только начались, либо развиваются, этот человек по уши в вас влюблен. Но по-другому быть не может. Такая удивительная, шикарная, прекрасная, очаровательная женщина. Как же в вас не влюбиться? А если влюбляться, то сразу по уши, целиком и полностью. Так, еще с правой стороны. Здесь в вас влюблен, скорее всего, как кто-то из коллег, либо из соседей. Мужчина, который по возрасту младше, чем вы. Ну, здесь именно конкретно возраст. У кого-то отыграется там лет 5, а у кого-то прямо и все 10-15 отыграться может. Разница в возрасте. Вы тут, скорее всего, тоже что-то подозреваете, но до конца не уверены. Этот мужчина то был очень открытый и с вами очень часто там любил постоять, поговорить, там, посмеяться, пошутить. А в последнее время он прям как и избегает. Вот такое ощущение, что он вас избегает, как прячется, скрывается, старается на вас не смотреть. Такие вот моменты. Влюбился и влюбился очень сильно. Раньше вы ему просто нравились, были симпатичны, интересны, но чем дольше он с вами общался, чем чаще он заглядывал в ваши невероятные глаза, слышал ваш голос, ваш смех, впитывал вашу энергетику, вот влюбился и все. И поэтому так странно себя ведет. Он не знает, как поступить правильно, он не знает, как сказать о своих чувствах. И возможно, вы даже в его присутствии там выражались в плане того, что я там не принимаю мужчин, которые младше по возрасту. Может быть, вы все вместе там в компании обсуждали кого-то, кто с серьезной разницей в возрасте. Вот. И он прям понимает, что это невозможно, либо вы никогда на это не пойдете. И человеку и хочется вас видеть, с одной стороны, ну прям тянет, да, влюбленность тянет, а с другой стороны это болезненно, потому что он в голове понимает, что вы взаимностью не ответите. Скорее всего, его просто возьмете, да и отвергнете. А еще хуже, начнете тоже от него прятаться, избегать. Вот такой даже страх у него есть. Но вы для него муза, да, вы идете музой, муза, прекрасная муза, в которую он влюбился. Здесь и боль его чувствуется от того, что невозможно эти взаимоотношения. Может, и правда вы в браке находитесь, причем в счастливом браке. А может быть, да, действительно, вы категорически против там, романов на работе, либо когда у людей значительная разница в возрасте. Ну, молодой да горячий, влюбился в вас, что поделаешь. Да, его странности поведения – это влюбленность в вас, да? Поэтому он так себя ведет. В себе проблем не ищите, это чисто его какие-то комплексы, заморочки. Ну, либо он именно сейчас, в данный период, так себя проявляет. Может быть, пройдет там пару месяцев, и он по-другому начнет себя вести. Может быть, действительно начнет вас добиваться, как доказывать, что и даже молодой мужчина может сделать женщину счастливой, и что разница в возрасте – это уж не такая беда. Но поживем, увидим, но чувства у него серьезные и настоящие. Сейчас этот мужчина в одном огромном вопросе, и у него боль в сердце чувствуется. И радость, и боль, но боли больше. Вот. Ну а радость от влюбленности в вас, от того, что он вас в принципе в жизни встретил. Вот так-то, мои хорошие. Так, и еще один персонаж, который по уши влюбился.
Но здесь какое-то деловое знакомство, делового характера. Ну, допустим, вы могли обращаться к доктору, да, доктор-мужчина, либо это какой-то служащий клерк, допустим, в банке, в каком-то учреждении. Возможно, вы там ремонт делали, либо у вас там бригада строителей работает, кто-то из них. Здесь мужчина показывает очень простого, но в плане общения очень простой человек, но и в то же время мужчина, который вас совершенно не знает. Он больше как влюбился в ваш образ. То есть он с вами как-то конкретно дел не имел. Он очень мало что о вас знает, только лишь поверхностные, да, поверхностная информация. И здесь как нет никакой возможности с вами сблизиться. Ну, может быть, вы в поликлинику ходите, не знаю, раз в месяц всего лишь, а кто-то раз в полгода. Либо в банк вы ходите там крайне редко. Ну, либо строителей вы нанимаете тоже редко. Ну, вот в таком ключе идет информация. В образ ваш влюбился, в образ. Здесь, кстати, мужчина при следующей встрече может как-то попытаться вам там намекнуть, либо вас там порасспрашивать о личной жизни, там, что вы, с кем вы, да, пользуясь там, например, своим положением, наводящие вопросы позадавать. Вы не удивляйтесь, это он интересуется, потому что вы очень сильно нравитесь, потому что влюблен в вас и влюбляется все больше и больше. Когда этот мужчина вас видит, он аж расцветает, у него такое настроение невероятное, у него такая улыбочка лучезарная. Да. Но здесь меньше всего перспектив на самом деле. С левой стороны это все выходит. То есть либо очень редко вы встречаетесь и нет возможности как-то вывести отношения на другой уровень, ну, либо это как первая встреча. Первая встреча, и видите, для мужчины она роковая, потому что влюбился очень сильно в вас. Ну, знаете, девочки, судя по этой отсыпке, вы ни одному уже сердце разбили, еще ни одному разобьете. Вы роковая женщина, просто невероятная. Невероятная. Так, мои хорошие, на этом все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.